Как избавиться от грехов и подготовиться к покаянию? Сколько существует икон Богородицы? Где находятся списки Казанской иконы? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Соблазнов и опасностей, поджидающих на земном пути, очень много. Почти каждый из нас грешен в той или иной степени. Где-то мы позавидовали успеху ближнего, когда-то впали в гнев и раздражение, где-то позволили проникнуть в свой разум вожделению. А уж про лень, тщеславие и невольный обман говорить нечего. Ими пронизана вся наша жизнь. Грех – это прежде всего болезнь. Это то уродство, которое мы добровольно наносим, присовокупляем к себе. Может быть, мы уже не вполне здоровы. Так вот, каждый раз согрешая, мы еще более усугубляем свое плачевное состояние. Поэтому, когда Церковь говорит нам о том, что мы не должны грешить, это не просто перечень каких-то абстрактных табу. Нельзя делать то, другое или третье. Это призыв «пожалейте себя». Поберегите себя, сохраните себя в целостности, которая еще у нас осталась. С религиозной точки зрения, грех – это поступок, нарушающий заповеди Бога, Его предписания, данные в священных книгах. И чтобы покаяться в своих грехах, в Церкви существует такое таинство, как исповедь. Само слово «покаяние» к нам в церковно-славянский язык пришло из греческого, и там оно звучит как «метаноия», и буквально переводится как «перемена ума». Мы можем вспомнить, когда Спаситель выходит на свое земное служение, Он обращается к слушающим Его людям, говоря «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Спаситель и пророки ветхозаветные, и Иоанн Предтеча, и позже апостолы многократно повторяли эти слова, которые говорил Спаситель. Они говорили «покайтесь». Что обозначает это покаяние? Неужели мы все время должны пребывать в состоянии уныло-плаксивом, каком-то эмоциональном таком напряжении, что мы в чем-то виноваты, везде-то мы неправы или совершаем что-то недостойное, недолжное и вечно подлежим осуждению? Нет, Христос говорит совершенно не об этом. И ведь апостол Павел говорит в другом месте, чтобы мы непрестанно радовались. И Христос говорит о покаянии в том плане, что мы должны измениться. И это изменение наше должно быть связано с переменой нашего ума. Если меняется наш ум, то меняется и наши действия, и образ жизни. И измениться они должны как раз к радости. От уныния, от скорби, от самоуничижения, от внутреннего смятения должны преобразиться к радости, к прославлению Богу. Но когда это возможно? Лишь тогда, когда у человека чиста совесть, когда человек действительно не угнетаем собственными страстями, похотями или какими-то привязанностями, в которых его совесть обличает. Поэтому проповедь Спасителя о покаянии, прежде всего, это проповедь о изменении себя и обращенности к Богу. Таинство исповеди наравне с крещением, причащением и венчанием является одним из основных обрядов христианской церкви. Согласно Священному Писанию, приходить на исповедь полагается с 7 лет и далее в течение всей жизни, вплоть до смертного одра. Таинство покаяния должно быть в жизни каждого христианина. То есть человек должен осознавать свою немощь, свою неполноту без участия в нем божественной жизни. Когда человек согрешает по своей немощи, по хрупкости, по каким-то внутренним или внешним причинам, у него есть возможность вновь обратиться к Богу. Святые отцы так и говорят, что наша жизнь и состоит из падений и восстания.
то есть вставание на ноги вновь и обращенности к Богу, потому что только им мы и можем проводить наш жизненный путь. Многие христиане даже перед большими церковными праздниками, когда нужно покаяться и причаститься, боятся или не желают идти к исповеднику, поскольку чувствуют себя неловко. А некоторые и хотели бы исповедоваться, но слышали, что к этому таинству нужно готовиться заранее. В любом случае, перед тем, как решиться на генеральную, первую за свою жизнь исповедь, необходимо узнать все основные церковные догматы, касающиеся таинства покаяния. «Сичада Христос невидимо стоит, приемля исповедание ваше. Не усрамитесь и не же убойтесь, или не скрывайте, что от меня. Но не минуй сердците, всялико соделали си. Да примите оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Все крест и Евангелие его пред нами, а же точию свидетель есть, да свидетельствую перед ним все, что скажете мне. Если же что-то скроете от меня, будете иметь более больше грех. Внемлите, уба, понеже бы пришли си во врачебницу, да не исцеленное отойдете». Во время чтения молитв, которые священник произносит перед исповеданием, есть такие слова, что мы просим у Бога восполнить наши силы и не возвращаться к прошлой нашей жизни, к нашим грехам. Поэтому исповедь предполагает и спрашивание у Бога помощи, чтобы Господь сохранил нас от всех этих грехов. Также важным является то, что по православному пониманию грех – это не оскорбление даже Бога. Бог бесстрастен. И никаким образом оскорбить Его величие мы не можем, это не в наших силах. Нужно мужество, чтобы открыть перед священником то, о чем рассказать подчас больно и стыдно. Но если не открыть, то спрятанный грех будет продолжать разрушать душу и сердце изнутри. Итак, каждый человек, который решил прийти на исповедь к священнику в храм, должен заранее подумать, вспомнить, переосознать, переосмыслить в себе свои события своей жизни последних дней, месяцев. Подходя к священнику, не нужно рассказывать какие-то повествования, не нужно упоминать третьих лиц. Нужно всего лишь засвидетельствовать. Господь уже знает о том, что происходит в сердце этого человека. Поэтому нужно просто называть грех своим названием. Если человек не уверен, как правильно по-церковно-славянски звучит тот или иной грех, ну, например, бывают забавные ситуации, когда человек пытается вспомнить слово «мшелоимство», не понимая, о чем речь. Церковно-славянское слово «мшелоимство» на современный русский язык может быть переведено как «шопоголизм». Приобретение вещей совершенно ненужных. Но внутренняя потребность или психологическое состояние подвигает человека к приобретению все больше и больше каких-то материальных предметов, которые, в общем-то, и не нужны. К сожалению, общество потребления располагает сегодня к этому, и мы зачастую оказываемся жертвами вот этих тенденций современных. Поэтому не нужно называть вот эти непонятные церковно-славянские слова, пытаться их коверкать или что-то приблизительное вспомнить. Лучше называть то, как мы это понимаем. Священнослужитель поймет. Иногда люди спрашивают, а что делать, если у меня много повседневных грехов, и каждый раз я исповедуюсь в одном и том же? Но не исповедоваться в них нельзя. Если идет внутри нас процесс изменения ума, если мы стремимся их преодолеть, но по каким-то причинам они еще остаются в нашей жизни, это лишний повод со смирением и с сокрушением сердца засвидетельствовать перед Богом, перед священником о своем сокрушении, о свидетельствовании своей немощи и жизни без Бога. Что даже малое, которое, казалось бы, могло быть преодолено в нашей жизни, оказывается, и его изменить мы не в силах. На исповедь, особенно первую, необходимо прийти тогда, когда у священника достаточно времени, чтобы поговорить с вами. Приняв вашу исповедь, священник решит, готовы ли вы причаститься, или вам необходимо попаститься, помолиться и походить в храм.
Когда происходит в храме исповедь? Можно, в общем-то, и индивидуально найти батюшку днем. В городских храмах обычно батюшка дежурный есть в храме целый день. Но обычно всегда совершается еще исповедь, когда совершается в храме литургия. Там, где есть литургия, обычно надо спросить, узнать, уточнить в храме, какое время, или вечером накануне, или утром какое-то время происходит эта исповедь. Прийти и, в общем-то, поисповедаться. Вот так это общепринятая такая практика. Существуют различные книжки, брошюрки. Вот, например, в помощь кающимся составитель святой Игнатий Бринчанинов, и многие другие книги. Или в интернете даже у нас есть очень хорошие православные сайты, где, в общем-то, перечисляются наши распространенные грехи. Да? То есть это большая сложность для человека, который только пришел в церковь, подумать, а в чем же мне каяться, да, что есть грех, а что есть не грех. И, в общем-то, вот этот шпаргалочек, которым мы можем воспользоваться, это очень здорово. Мы можем прочитать, и все, что к нам относится, в общем-то, чтобы не забыть, не растеряться во время исповеди, желательно, конечно же, выпустить это на листочек, да, и прийти уже на исповедь именно с листочком. Практики, как надо исповедаться, есть очень много. То, что я показал эту книгу, это лишь только пример. Это можно делать абсолютно по-разному. И построения есть, и другие, в общем-то, святые отцы, они делают по-разному. Например, вот в этой книге перечисляется сыровлюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, и еще расписывается, в общем-то, что это такое и его проявление. Тут, в общем-то, как человек построит, так и построит. Самое главное, какая наша задача? От души, искренне, от сердца в этом покаяться и пообещать самому себе, самое главное, пообещать Богу, что больше мы к этим грехам не вернемся. И стараться, конечно же, больше этого никогда не делать. Это самое главное. Как часто нужно исповедоваться? У каждого человека должна быть своя потребность, свое внутреннее ощущение, что он утрачивает Бога. Если мы говорим о том, что покаяние – это перемена ума, то раскаяние должно наступать до того момента, когда человек подходит к священнику. Это процесс, который начинается несколько заранее. Накануне, когда человек планирует пойти в храм для исповеди, для причастия, может быть, он должен подумать, сосредоточиться, вспомнить события своей жизни за последние дни или, может быть, месяцы, если он давно не был в храме. Может быть, написать на листочке, чтобы потом не растеряться, не забыть. Но главное, что процесс перемены ума в нем должен начаться. Подходя к священнику, человек уже всего лишь свидетельствует о той перемене, которая в нем произошла. Важно помнить, что исповедь – это не просто признание своей неправоты. Этого недостаточно. Апостол Иаков пишет, что и сатана знает о своем падении, о своем нечестии, но не раскаивается. Поэтому христианин, подходя к священнику на исповеди, должен именно засвидетельствовать о той перемене, которая в нем начала совершаться. И человек должен быть полон решимости не возвращаться к прежнему образу жизни. Не забывайте, что это таинство должно быть регулярным. Не откладывайте следующую исповедь на долгие годы. Мы не знаем, как сложится жизнь наша завтра, что будет в ней, какие события нас постигнут, и сможем ли мы действительно отречься от тех грехов, которые только что исповедовали. И это даже не так важно. Принципиальным оказывается то, что в момент исповеди мы исполнены этой решимости. Таинство покаяния действительно это принципиально важное таинство, которое Господь нам дарует. Еще одно сравнение у святых отцов. Они говорят, что таинство исповеди – это второе крещение. Смысл таинства крещения, если очень кратко, это смерть. Это умирание, отречение от себя вчерашнего и воскрешение со Христом в новую подлинную жизнь. Повторно креститься мы не можем, так же как не можем повторно родиться. Но в таинстве исповеди мы как бы заново можем умереть для себя вчерашних, отречься от своих грехов. И Господь никогда уже их нам не помянет. Но и любое покаяние должно, конечно, завершаться благодарением Богу. Поэтому человек, который уже исповедовался в каком-то грехе и больше его не совершал,
его повторять снова на исповеди не нужно. Если даже человек смущен этим грехом, воспоминанием о нем, какими-то впечатлениями, то теперь нужно просто благодарить Бога за то, что Господь дал возможность отречься от этого состояния и от этого греха. Если же человек продолжает скорбеть и унывать по поводу совершенного падения, то это на руку только дьяволу теперь. Ему выгодно смущать нас, доводить до самоедства, до какого-то внутреннего исступления и уныния. Бог же прощает. Господь в силах простить. Поэтому от нас требуется с благодарностью и со смирением, в простоте обращаться к Богу, чтобы Господь и в дальнейшем берег нас. И не складывались таких условий, чтобы мы возвращались к прежним грехам. Исповедь не реже раза в месяц помогает всегда быть в тонусе, внимательно и ответственно относиться к своей повседневной жизни, в которой, собственно, и должна быть выражена христианская вера. «4 ноября Православная Церковь отмечает праздник в честь Казанской иконы Богородицы. День Казанской иконы Божией Матери празднуется дважды в год. Летом 21 июля в память явления иконы в Казани и 4 ноября в благодарность за избавление Москвы и всея Руси от польских интервентов». История Казанской иконы Божией Матери начинается с XVI века. После того, как царь Иоанн Грозный захватывает Казань, туда проникают первые христиане, и население этого самого города состояло большинство из мусульман, которые к христианам относятся довольно подозрительно. И через несколько лет город оказывается полностью сожженным и пострадал от большого пожара. И находился весь в пепелищах. Одной из девочек этого города является Пресвятая Богородица, говоря о том, что ее образ покоится в одном из пепелищ. Девочка обращается к своей матери, та просит священников, которые появляются здесь еще в небольшом количестве, найти этот образ. Но все с недоверием относятся к словам 9-летней девочки, и поэтому далеко не сразу идут на поиски этого образа. Тем не менее, после настойчивых просьб все-таки он был найден. И найден, когда лишь сама девочка Матрона стала раскапывать то место, где и лежала эта икона. Икона была с радостью воспринята находящимися здесь людьми, и на ее месте по повелению царя был позже построен Богородицкий женский монастырь, где эта икона и была размещена. Казанская икона Божией Матери считается покровительницей земли русской, что подтверждается многими историческими фактами. Дальнейшая история этой иконы связана и с различными бедами, которые постигали Русь в различные годы. Это и смутное время, когда патриарх, будущий патриарх Иермоген, тогда еще епископ Казанский, преодолевая смуты, которые происходили и от внешних врагов, от польских аристократов, которые пытались завладеть российским престолом, и внутренние междоусобицы между боярскими кланами, между беглыми казаками и просто бандитами, которые хоть и называли себя христианами, оставались таковыми лишь формально. Будущий патриарх Иермоген с этой иконой обращался и ходил крестным ходом для того, чтобы преодолеть все то, что изнутри разлагало нашу Родину, Святую Русь. Обстановка накалилась максимально сильно, примерно к 1610 году, когда князь Дмитрий Пожарский и Косьма Минин стоят во главе ополчения. И также, обращаясь за помощью к Пресвятой Богородице, к ее образу казанскому, идут своим войском для того, чтобы освобождать Русь от засилия беспорядков, которые царили в это время. В Великой Отечественной войне 1812 года также генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов молится перед этой иконой, выступая на войну, которую одерживает с победой. Икона Божией Матери Казанской
через многие скорби истории нашей Родины проходит и выводит наш народ победителем из этих скорбей. Издревле православные люди молились ей, просили помощи и поддержки в самые тяжелые времена для России. К сожалению, образ был утрачен. И лишь в 2004 году из Ватикана был привезен послами от Папы Римского для того, чтобы показать, что у них давно находится эта неизвестная икона. И это действительно была казанская икона Божией Матери. Это был не подлинник. Подлинник безвозвратно утрачен. По некоторым свидетельствам, икона-подлинник была похищена из Казанского монастыря. Ради денег была сожжена, риза с нее снята и продана за какие-то определенные деньги, а сам же лик, который намного бесценен, чем оклад, ради которого она была похищена, был, вероятнее всего, сожжен. Но с 2004 года этот образ вновь привезен к нам, на Русь, и помещен в Крестовоздвиженском храме, который принадлежал бывшему этому Богородицкому монастырю, и до сегодняшнего дня один из древнейших списков Казанской иконы Божией Матери находится там. Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых в России. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. В Башкортостанской митрополии почитаются две иконы Божьей Матери. Это Табынская и Богородско-Уфимская, которые являются прототипом Казанской иконы. Табынская икона Пресвятой Богородицы является списком, точной копией Казанской иконы Божьей Матери, но с более темным ликом. Испокон веков она славится своей чудотворной силой. Именно этот образ Богородицы исцелял целые поселения, где свирепствовала чума, и помогал многим просящим. Во многих местах России можно услышать далекие воспоминания, а порой и легендарные сказания об этой святыне. Богородско-Уфимская икона Божией Матери тоже является копией Казанской, но с более темным ликом. Время обретения чудотворной иконы относится к началу XVII века, времени, когда на территории современной Башкирии образовывались первые православные поселения. В памяти народной сохранилось много чудодейственных случаев, связанных с прославлением чудотворной Богородской иконы Божией Матери и ее заступничеством. Список Богородско-Уфимской иконы находится в Инорсе на улице Ферина в храме, названном в честь чудотворной иконы. Не случайно 4 ноября, в День памяти Казанской иконы Божией Матери, мы отмечаем День народного единства. Ведь действительно на протяжении веков Матерь Божия уберегает наш народ, призывает к единству. Только вместе мы и можем быть гражданами нашей страны, стремиться к процветанию нашей Родины, помогая друг другу и руководствоваться именно христианскими ценностями на пути нашей жизни.